Бдительность и осторожность, помноженные на 2, а то и на 3. В период распространения коронавируса особый контроль и меры безопасности везде, тем более на стратегических производствах, предприятиях повышенной опасности, таких как Нижнекамск-Нефтехим. Постоянная дезинфекция и маски, требования, которые касаются всех без исключения. На проходной у каждого работника измеряют температуру. Далее ту же процедуру повторяют непосредственно в цеху. Исключения не делают ни для кого, даже для президента Татарстана. Цель понятна и оправдана. Нужно максимально снизить контакты между людьми. А как это сделать, не нарушая производственный процесс, его целостность и непрерывность? Оказывается, есть технология, уже опробированная и внедренная нефтехимиками. Называется бесконтактная пересменка. О ней рассказали Рустаму Минниханову на заводе изопрена мономера. Суть проста. По технологии ничего не меняется. Обход территории, доклад, прием, сдача смены. Только все происходит виртуально. Полная дезинфекция рабочего места. Одна смена покидает его, другая через другую дверь заступает. Вроде бы все просто, но на таких ответственных производствах очень важно все выполнять идеально точно и четко. Примерно половина дневного персонала Нижнекамск-Нефтехима сейчас работает на удаленке. Остальные непосредственно на рабочих местах делают все, чтобы стратегические производства ни на минуту, ни на секунду не останавливались. На заводе этилена Рустаму Минниханову показали, как работают новые печи пиролиза. В результате этой модернизации Нижнекамск-Нефтехим нарастил производство этилена и полипропилена до рекордных значений. Задача на перспективу строительства нового этиленового комплекса, который позволит фактически удвоить мощности Нижнекамск-Нефтехима и обновит всю линейку выпускаемой продукции. Рустаму Минниханову показали макет будущего комплекса. На закрытой смотровой площадке генеральный директор Нижнекамск-Нефтехима Айрат Сафин показал и рассказал президенту, как идут подготовительные работы на масштабной стройке. Рустам Минниханов обещал оказать Таифу и Нижнекамск-Нефтехиму всяческое содействие. Такую стратегически важную для страны стройку нельзя останавливать. Президенту доложили, что пока все работы идут в соответствии с графиком. Исторический момент. А на Танека по плану пуск новых установок, и никакая пандемия не может нарушить привычный ход событий. Рустам Минниханов поблагодарил нефтепереработчиков и нефтехимиков за отдачу, самоотверженность и терпение, ведь их производственные успехи формируют общий позитивный настрой во всей республике. Да, вы будьте аккуратны, потому что вы такие уникальные специалисты, вас неким заменять, вы должны беречь себя. Отдельным пунктом визита стал осмотр линии по производству антисептика. Продукцию здесь фасуют в канистры. В сутки на Танека производят до 7,5 тонн столь востребованной сейчас обеззараживающей жидкости. Кстати, в самое ближайшее время порадуют собственным антисептиком и на Нижнекамск-Нефтехиме. Нефтехимики умеют собираться в критические моменты, и специалисты научно-технологического центра в сжатые сроки выдали результат – собственную рецептуру дезинфицирующего средства. Будущие антисептики от Нижнекамск-Нефтехима будут на 100% эффективными, заверили нас. Это будет не просто парфюмерно-косметическое средство, а настоящий медицинский антибактериальный раствор. На этот антисептик будет получена вся необходимая разрешительная документация. Специалистами нашего центра были разработаны 3 рецептуры. На сегодняшний день проводится работа с документацией, разрабатываются исходные данные, и в ближайшее время, я думаю, что наш продукт увидит свет. На видеосвязи с Рустамом Миннихановым руководители крупнейших подразделений нефтехимического комплекса Татарстана. Все объекты и стратегически важные для страны заводы работают в штатном режиме, стабильно и поступательно. На связь выходит и директор дочернего предприятия Нижнекамск-Нефтехима компании «Полиматиз» Радик Ярулин. На повестке актуальнейший вопрос производства масок. Директор докладывает, 10 апреля в Казани приземлился спецборд с оборудованием, а уже 13 апреля на «Полиматизе» налажен выпуск медицинских масок из своего же нетканого материала. Производительность линии 2,5 миллиона масок в месяц. В первую очередь мы будем обеспечивать работников группы компании «Таиф», а также те, кто сегодня находится на передовой, медиков, ГИБДД, все, кто связан именно с прямым контактом с людьми. Именно в этот
Это необходимый процесс, который сегодня для нас очень важен. Вот самое главное во всем этом – это люди. У вас работают уникальные специалисты, их заменить некое. Я хотел бы поблагодарить руководство Таифа, Нижнекамскнефтехима, поприветствовать нашего коллегу Альберта Кашапыча, он тоже использует все средства защиты вместе с нами. Я, во-первых, хотел поблагодарить вас за вашу работу. Сегодняшней экономической и такой ситуации, когда это коронавирус, нормальное, стабильно работает предприятие, это самое лучшее настроение, что может быть. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.